Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Чтобы выстоять в кровопролитной войне и разгромить фашистов, люди должны были безмерно любить свою родину, не щадя своих жизней. По-другому великую победу было не раздобыть. А в бой тогда вместе с солдатами пошла и песня. Все о той весне увидел я во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся, что вьюга отмела, что верба расцвела. Песней о той весне композитора Елены Плотниковой в исполнении юной Иманы Хашивой зал просто заслушался. Завораживают не только слова музыкального произведения о войне, но и невероятной красоты голос исполнительницы. За плечами юной артистки 2 победы в музыкальных конкурсах в Москве и 1 место в международном фестивале «Золотой орел». Имана признается, песню поет на грани эмоций. Военные песни петь очень тяжело, потому что они очень трогательные, аж можно заплакать. У тебя так было? Было несколько раз. Хадижа Хадзиева – самая юная участница фестиваля. Она спела песню про прадедушку, который прошел всю войну, чтобы на белый свет могла появиться его маленькая внучка. Я горжусь всеми ветеранами, горжусь их победы. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. Темная ночь пронзительным звуком тоненьких детских голосов пробивается в самое сердце зрителя. Фронтовые песни в исполнении подрастающего поколения звучат всегда как-то по-особенному. В Судженском районе 9 домов культуры, и абсолютно все приняли участие в фестивале «Весна 45-го». В суровые годы Великой Отечественной войны музыкальные произведения тоже стали своего рода грозным оружием, которое не позволило сломить дух советского народа. Потому что мы пилоты, небо наш руки ведут. Я считаю, что пилоты совершают большие подвиги во время войны. Они настоящие герои. Они до последнего вздоха сражаются за свою родину, за свою страну, за свою республику. 80 лет прошло с тех пор, чтобы наши дети, наша молодежь не забывала. Это и в песнях, и в стихах, даже в их монологах, чтобы они знали, какой ценой эта победа досталась. И вот это вот именно благодаря вот этим вот нашим участникам войны, это сегодняшний день мы живем, мы радуемся, и это дорогого стоит, поэтому никак не должны забывать. В этих песнях вся боль, мудрость и сила духа нашего народа, на долю которого выпало такое тяжелое испытание, как самая кровопролитная война в мире. И через музыку и слова дети сегодня чувствуют это. В ближайшие дни в Ингушетии пройдет фестиваль республиканского масштаба «Славься, Отечество мое». В нем представят и часть этих номеров. Ветеранов той жестокой и масштабной по своим разрушениям и потерям войны в России остается, к сожалению, все меньше. Но мы не имеем права забыть подвиг героев, к которому их вела песня и вера в победу. Анастасия Шишина, Билал Ахильгов, Магаз 24.